Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче Башкир Челябинской области Уралым. Рабиға Бикбулатова балаларға башҡорт рухын өләшә. Һеҙҙең рухығыҙ ҡояш һамаҡ балҡып торһон. Золотое лето чемпионок по борьбе на поясах. Нету таких побед, которые даются легко. Челябинске отметили Курбан-Байрам. Люди с улыбками ходят, в мечеть намаз читают. Более 600 детей из разных уголков нашей страны, из 5 зарубежных стран познакомились с культурой и бытом башкир и народов России. О том, что детям, живущим в многонациональном Магнитогорске, где только официально зарегистрировано 90 национальностей и народностей, интересно все, что связано с культурой их соседей, работники детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО ММК знают не понаслышке. В этом году совместно с представительством Республики Башкортостан в Челябинской области было решено провести этносмену под названием «Этномир». В этой смене большое количество национальностей. Очень хорошо представлены именно башкиры, это Абзелиловский район, участвует в этом мероприятии. И сегодня на открытии смены мы увидели красоту именно башкирской культуры. На протяжении 3 недель дети, в числе которых были и иностранные гости из Индии, Великобритании, Италии, Китая, Германии и Египта, изучали ремесла, игру на национальных инструментах, осваивали стрельбу из лука и борьбу на поясах. Кульминацией смены «Этномир» лагеря «Уральские зори» стал большой детский сабантуй. Многонациональную дружбу продемонстрировали 5 самых многочисленных на Урале национальностей – русские, башкиры, татары, казахи и армяне. Родилась еще одна идея, еще один проект реализовать, также совместно с представителем Республики Башкортостан Челябинской области, также на нашей базе провести всероссийское мероприятие «Уральские батыры». Многонациональный хоровод, национальная кухня и подворье были представлены во всей красе. Дети с интересом участвовали в мастер-классах по декоративному искусству и народным ремеслам. Словом, сабантуй получился по-настоящему международным, более того, всемирным. И надеются гости мероприятия отныне традиционным. Рабиға Бикбулатованың халқы өсөн янып яшәүсе шәхес икәнен күптәр белә. Бүген без милләттәшебезнең балалар менән эшләүе хакында һөйләйсәктер. Бер нисә тиҫтәнән ашыу баланы башҡорт музыкаһына йәлеп итә алған Рабиға ханым. Улар йә йырлай, йә иһә берәй төр музыка ҡоралында милли көйҙәр уйнай. Үҙебеҙҙең телебеҙҙе онотмайыҡ, үҙебеҙҙең рухыбыҙҙы, башҡорт рухын һәр ваҡыт күкрәктең төбөндә, менә шулай һәр ваҡыт һеҙҙең рухығыҙ ҡояш һамаҡ балҡып торһон. Һәр ваҡыт мин башҡорт балаһы тип, улар әйтерҙек итеп өйрәтергә уйым бар. Кинәнәм. Рабиға Фәритнән шундай кеше булған өсөн. Ул күрә белә, ишетә белә. Концерт яман, емде матур. Туғандарым, стопайта инде, племянницаларым. Аҡсаһын да йәлдәмәй ул. Ваҡытын да йәлдәмәй. Ул өйөндәге бөтөндөй эшен таштай. Кеске саҡта балдарын да таштап. Тик бына шул талант балдарды күтәрергә дигән лозунгтан гына эштәне ул. Рабиға Бикбулатова балаларҙың үҙ эшмәкәр белем кимәле менән генә риза булып ҡалмай. Силәбе өлкәһендә йәшәүсе 11 баланы ул Башҡортостандың мәктәп, гимназияларына уҡырға юллай. На территории Сосновского района есть такая инициатива со стороны Рабиги Фаритовны, которая уже на протяжении большого количества лет занимается именно нахождением очень активных, очень продвинутых, наверное, детишек, которых мы самореализуем на территории Республики Башкортостан. Бүген Рабиға ханым буласаҡ йондоҙҙарҙы яңы уҡыу йылы алдынан йыйып ҙур сара ойошторҙо. Унда балалар милләттәштәре өсөн концерт номерҙары әҙерләнә. Килгән ҡунаҡтар уларҙың талантын хуплап, бүләктәр тапшырҙы, йылы алҡыштарға күмде. Новые достижения пришли к самой успешной в последние годы челябинской спортсменке по борьбе на поясах Дине Гизатуллиной. Но, как ни странно, ни одно из этих событий не было связано с ее любимым видом спорта. Во главе угла стояли, казалось бы, 2 взаимоисключающие задачи: успешно подготовиться к ЕГЭ в школе, получив в итоге золотую медаль за учебу, и достойно выступить на финале летней спартакиады молодежи России по дзюдо. С середины мая Дина ежедневно приезжала в Центр олимпийской подготовки по дзюдо, возвращалась домой в Сары, выполняла домашние задания, с утра посещала учебу, а затем еще и консультации по выбранным для поступления в вуз предметам и снова на тренировку в Челябинск. Для меня каждая победа, она какая-то особенная, потому что там
В нее вложено неимоверное количество труда, где-то даже слез, много пота. И они всегда такие какие-то долгожданные, такие трепетные и очень тяжелые. Талант есть талант, но я в свое время ее заметил, ей 13 лет тогда только было. Первый раз она попала ко мне на сбор, на тренировки. Видно было, что потенциал высокий. Впервые в жизни 17-летней Дине было доверено право защищать честь родного Кунашакского района во взрослых соревнованиях по самбо и дзюдо в рамках сельской областной спартакиады «Золотой колос». Причем в непривычном супертяжелом весе, где некоторые соперницы были тяжелее на несколько десятков килограммов. Тем не менее, в увелке, по самбо и в РГШ по дзюдо Дина уверенно принесла в кунашакскую копилку 2 увесистых золота. Всегда была такая целеустремленная. Конечно, перебирала все виды спорта. Всегда болели за нее, очень сильно переживали. Но сейчас бы уже уверены, что побеждает. Мы только раньше звонили, когда соревнования уезжались далеко, мы звонили часто. Она: я перезвоню. А сейчас просто ждем, позвонит сама. Я в финале. Мы это и ждем, что она в финале. И побеждала. На школьном фронте также все прошло благополучно. Успешно сдав ЕГЭ по русскому языку, математике и биологии, Дина по достоинству получила золотую медаль по итогам 11 лет учебы. Наверное, сложилась все-таки такая тенденция, что спортсмены не доучиваются. Не у всех, во-первых, такое. Я сам хорошо учился в свое время в школе. А про девчонок, что уж говорить, если они все 11 лет провели в школе, отлично. Заслуженно получили свои золотые медали. Сразу я их приметил, они были очень трудолюбивы и ни разу просто так тренировку не пропускали. Настало время готовиться к битве с конкретными соперницами, причем не слабыми. Как известно, в финал спартакиады молодежи России выходят лишь победители спартакиад федеральных округов среди юниоров и юниорок до 21 года. Федеральный центр подготовки спортивного резерва включил Дину Гизатуллину в список лучших спортсменов 4-й летней спартакиады молодежи России. Планирую поступить в спортивное заведение, дальше продолжить свою спортивную карьеру и уже на более профессиональном уровне, как-то осознанно и больше времени этому уделять. Отличная учеба, спорт, здоровый образ жизни, активная жизненная позиция – все это гармонично сочетается еще в одной спортсменке по борьбе на поясах Лилии Хисматуллиной. Она является одноклассницей Дины, также в этом году закончила школу с золотой медалью, а в прошлом году победила на первенстве России по борьбе на поясах. Хоть девушка в дальнейшем решила посвятить себя другим целям, она признается, что благодаря спорту у нее открылись новые таланты. Я хочу стать хорошим экономистом. Хотя все говорят, что экономисты, это их так много, зачем это, но я верю в то, что я стану хорошим экономистом и себя реализую. В спорт она сама пошла, открыли секцию, они с Диной, со своей подружкой, решили попробовать, и затянула их. Пробовала себя по разным направлениям, она и у нас и пела, и танцевала, во всех кружках, в всех конкурсах участвовала, но что-то ничего ей не нравилось. Здесь открыли у нас спортивный кружок самбо. Вот она пошла, втянулась. Совместно было принято решение, что она занимается именно школьными делами, хотя, я думаю, в душе ей всегда хотелось прийти в зал, потренироваться. И даже был такой момент, когда у Дины не было спарринг-партнеров. Несколько тренировок, Лиля пришла, хотя разница в весе большая, и уже мастерство у Дины, конечно, выше. На тот момент было, но все равно она терпела, помогала своей подруге. Целеустремленные, активные, именно такой должна быть золотая молодежь России. Коншак районының Хәлит авылында яңа сквер асылды. Сквер 1000 ярымдан ашу авыл халкына ысын мәгънәһендә зур бүләк булды. Агастар белән тирә-ягы уратып алынган ял итү урынында БТР 70-кә лә урын табылган. Жители Халитовского сельского поселения будут всегда достойно и высоко нести флаг всех жителей сельского поселения и будут достойны во всех делах. Сквер яугир интернационалистларга арналган. Авыл биләмәһендә улар 100-гә якын кеше һанала. Килүселәрдә авылдаштар үз көсе белән оештырган концерт программаһы белән каршы алды. Ушла в историю афганская война, никем и никому не объявленная, героическая и трагическая. Она оказалась 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Сегодня жива память
потому что живы те, кто воевал. Сквер Асу авыл биләмәһе башлыгы Әхмәт Шавалиевтың һәм депутат Дауыт Хужинның идеяһы. Милләттәшләребезгә ярдәмгә эшкуарлар һәм ябай авыл халкы ла дәрәү кылды. Әйтеп үтәргә кирәк, ошо бердәм көс менән бында 5 ел эшләмәй торган мәдәният йорты ла тергеҙелә. Прошел один из священных праздников мусульман – Курбан-Байрам. Курбан-Байрам, как и сама религия ислам, показывает людям, как можно жить в гармонии. Совершив курбан, мусульманин удостоится награды Всевышнего, а также запасется халяль-мясом, оказывает помощь нуждающимся и студентам, обучающимся при мечетях. Люди с улыбками ходят в мечеть, намаз читают, потом кушают, садятся все вместе, потом все вместе встают, друг друга проводят, салям друг другу дают. В этот день мечети нашего города были заполнены. Праздничные торжества начались с 7 часов утра. Перед молитвой имам провел проповедь, в которой рассказал историю праздника. Даже onun kanı tamgan yerinde öyle ol zikir aytıp durur. Мясо является основным ингредиентом в приготовлении многих блюд, и в этот день по лучшим традициям мусульманского гостеприимства было организовано праздничное угощение для прихожан. Silebe ülkesinde yaşayan Müslüman din kardeşlerimizi bugünkü izgi bayram gününden tebrik ediyoruz. Barsa bulgan Erasay Müslümanlarını da tebrik ediyoruz. Allah Teala hemmesine gayle bakıtı bir imindik tanıştırır. Devlete bitge, dine bitge, millete bitge tanıştırır bilsin. Alhamdulillah, я очень рад, что я здесь сейчас оказался в этой мечети. Мне уже рассказали вкратце историю этой мечети. Замечательно. Biz yaş kilemiz, bu şunday kuturda tuğamız, şunda üskelmiz. Bu en tuğan, en yakın mesleğimiz şunda kilemiz. Курбан-Байрам способствует объединению людей, ведь при совместном выполнении любой работы люди становятся ближе, общаются, знакомятся. Семья из Усть-Багаряка пострадала от пожара, сгорел дом и имущество. В данное время члены семьи проживают в летнем гараже и занимаются восстановлением жилища. С ними вы сможете связаться по телефону, указанному на экране. Если ты студент из Башкортостана, который обучается в вузах Челябинской области, дай о себе знать. Вступай в нашу группу и напиши нам. По статистике представительства Башкортостана Челябинской области в нашем регионе обучается около 3000 студентов-выходцев из республики. Это большая сила и огромные возможности. Будь с нами. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч!